Хлопзеква атерызку ателехопшtra. Инахагзоит апснахунткара ахадаял храчзыqaҵара иазку адырраҭарақәа рымҩаԥгара. Уахатәи аефиртә аамҭа рзалхуп аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидат Рауль Ҳаџьымбеи, аҳәынҭқарра ахада ихаҭыԥуаҩрахь акандидат Витали Габниеи. Астудиаҿы иҟоуп иара убас иааԥхьоу ажурналистцәа. Сусана Саӡԥҳа, Аԥсуа радио, Алхас Чхамалиа, агазет Аԥсны, Заира Ҵәыџьԥҳа, агазет Республика Абхазия, Изида Ҷаниеԥҳа, агазет Нужная газета, Манана Гургулиа, аҳәынҭқарратә информациатә маҵзура Аԥсны пресс. Ҳаҭырызку акандидатцәа, ҳаҭырызку ажурналистцәа, иахьа закәытә мшу жәдыруеит. Аԥсны аџьынџьахьчаҩцәа ргәалашәара мшуп. Аԥсны жәлар рзы ахьаа ду зцу мшы хьанҭаны ҳаԥсадгьыл аҭоурых аҿы иаанхоит август жәиԥшь. Убри намаданы Рауль Џьумка-иԥа ҳашәмазҵааргьы ҳиашахом, иахьатәи амш инадҳәаланы иахышәҳәааузи, мамзаргьы политикатә хәшьарас иашәҭози ҩажәаҩба шықәса раԥхьа Аԥсны иҟалаз аибашьра. Ишԥашәгәалашәо шәара аибашьра раԥхьатәи амшқәа? Мзырԥшӡалат аиашазаҳан иахьатәи амш агәалашәара амш иазкуп аибашьра ианалагаз Тҟәарчал ақалақь ансаан, ари амш аҽны аԥхьатәи аԥсбарақәа ҳауит. Изгәалашәоит, даараӡа ҳақәгәыӷуан ари аҭагылазаашьа изҳаԥҳәан ҳаҟамызт. Аибашьрахь икылсуеит ҳақәгәыӷмызт, аха иара аԥсҭазаара иаҳнарбеит. Ари амш аибашьрагь аҽны ианалагаз акәын, аха ари амш иара аиааирахьгьы ҳнанагеит. Уи аҵыхәтәантәи аиааира амшаанӡа акрыбжьан, аха ҳамчқәа зегь еибыҭан аиааира ҳгартә еиԥш аҭагылазаашьа ҳанаҭеит. Даҽа зҵаарак абра ишәысҭар сҭахуп. Иахьатәи ҳаицәажәара уажәшьҭа ҳаиасуеит алхра аламҭазтәи шәыпрограмма, шәықәгыларақәа ирызкны. Аԥсны аполитикатә ҳааҟаҵаҩцәа, иара убас Аԥсны иазҿлымҳауа ҳәаанырцәтәи аполитикатә ҳааҟаҵаҩцәа, журналистцәа, политологцәа ргәаанагарала Аԥсны ауаажәлар аполитикатә ҭагылазаашьа ихьанҭоуп, иуадаҩуп. Шәара шәгәы ишԥаанаго, изеиԥшроузеи ҳазну аамҭазы аполитикатә ҭагылазаашьа Аԥсны? Шәара шәахәшьара убри иахьатәи ҳамшқәазы. Згәы излаанаго ала уи уажәтәи аамҭазы мацара акәым инахьанҭоу. Ихьанҭоижьҭеи акыр рҵуеит. Аибашьра инанаркны, аибашьра ҳаниааи ашьҭахьгьы ҳарҭ ҳаекономикатә политикатә ҭагылазаашьа дараӡа иуадаҩын. Уи имариахеит уҳәартә еиԥш иҟаӡам иахьа уажәраанӡагьы. Аха аиҭакрақәа ауп издыруада, иҵегь еиҳаны иҟалар. Аха урҭ аиҭакрақәа алагеит ҩнызқьи аабатәи ашықәса нахыс. Иалагеит даҽакала ҳарҭ аҳәынҭқаррақәа ҳахәаԥшра. Ҳазхарҵеит аԥхьа аурыс ҳәынҭқарра наргылан, нас даҽа ԥыҭрак ашьҭахь агьырҭ аҳәынҭқаррақәагь, аха иҟаҵатәу уи аганахьала имаҷӡам. Еизарҳатәуп ҳара ҳус, ҳара ҳдәыхьтәи аусқәа еиҳаны аус адулан ианаҳҵа, ҳазхазҵо иҵегь еиҳахоит. Аха ҳазхарҵартә рзыҳәан иара ҳаҩныҵҟатәи аусқәагь рӷәӷәатәуп. Ҩныҵҟала ҳаӷәӷәазароуп, алыхьаҷыдала ҳаӷәӷәазароуп, економикала ҳаӷәӷәазароуп, аполитика усқәаҟны ҳаӷәӷәазароуп, ҳсистема даҽакала иаҭахуп иахьа аиқәыршәара. Абарҭ зегьы анҳалша, ҭагылазаашьа даҽакала иҟалоит, даҽакала иҳахәаԥшуа иалагоит. Иҭабуп, шьҭа ажәарысҭар сҭахуп ҳҩызцәа. Ҳалагап абрастәы, Манана, азҵаара бымазар? Поскольку вы коснулись такой важной темы, как международное признание, и озвучили какие-то моменты, связанные с ним на абхазском, может быть, и для телеаудитории было бы интересно все-таки, какие конкретно надо предпринять шаги вы предпримете в случае избрания президентом для того, чтобы процесс международного признания Абхазии стал успешнее, и что нужно сделать конкретно? Я думаю, что процесс признания – это длительный процесс в первую очередь. Нужно признать, он нелегкий, непростой.
Самое главное, нам нужно состояться внутри. Мы должны быть привлекательными, мы должны быть понятными. Мы должны создать все те условия, которые позволят внутри своего государства строить именно государство, которое будет называться правовым. Система государства наша требует соответствующих перемен. И те работы, которые сегодня проводятся вне государства, то есть на международной арене, они недостаточны. У нас практически сегодня одна площадка, так называемые Женевские встречи. Их оставлять, конечно, нельзя, но этого недостаточно для того, чтобы нас приняли бы, нас поняли бы. Политика должна быть более жесткой немножко. Там, где нас могут принять, там мы должны активно работать. Сегодня страны Латинской Америки, если мы не упустим этот шанс, есть возможность более активно работать в этом направлении. Есть страны, которые готовы с нами разговаривать, если даже и на первом этапе не признают. Это есть, и от этого никуда не денешься. Но нам работать нужно более активно. Выстраивать в первую очередь отношения с той же Россией, которая способствует нашим этим процессам. Если мы будем активны, если мы будем работать в этом направлении, то результаты будут очевидны. Можно еще один вопрос в продолжении, поскольку вы затронули сразу же вопрос, связанный с Россией, я хотела немножко попозже его задать. Но все-таки сегодня практически все кандидаты президенты и в обществе достаточно активно обсуждается вопрос необходимости заключения нового рамочного договора с Россией. Вот у меня лично нет, просто как у журналиста, однозначного отношения к этому. Но очень интересно мнение вас как кандидата в президенты и как вот активного политика. Нужен ли нам новый рамочный договор? Что он нам даст? И если нужен, какие, с вашей точки зрения, в нем должны быть прописаны новые моменты, которых нет вот в предыдущих? Я думаю, что и в предыдущем нашем соглашении предусмотрены вопросы сотрудничества в тех сферах, о которых мы говорим. Ничего тут такого, выходящего из рамок предыдущих соглашений, нет. Но с учетом тех ситуаций, которые складываются на сегодняшний день, Россию опоясывают очень сложными проблемами. Нас опоясывают этими вопросами, которые очень будут трудноразрешимыми. Сегодня практически та ситуация, которая складывается со стороны Европы по отношению к Грузии, вызывает определенное опасение о возможностях дальнейшего осложнения этих процессов. Мы говорить должны о необходимости укрепления наших оборонных взаимоотношений. Сегодня те сферы деятельности, которые имели место еще вчера во взаимоотношениях России и стран постсоветского периода, которые выстраивали Евразийский экономический союз, Евразийский союз, таможенный союз, они не в полной мере реализованы. И нам говорить о возможности сегодня вхождения в эти, как говорится, союзы еще рано. Но мы можем говорить о двухстороннем, более тесном союзе с Россией. И Россия готова с нами работать. Я помню, когда, и я думаю, Манана, и вы помните, когда Владислав Григорьевич обращался в самые трудные времена послевоенного периода о необходимости минимизации количества тех структур, которые находились на границе по реке Псов. И когда мы обращались, в первую очередь просили убрать их, создать условия перехода наших людей, чтобы люди могли спокойно заниматься решением своих экономических, финансовых проблем. К счастью, сегодня есть такая возможность. Когда нам говорят, эту возможность можно реализовать, почему мы должны отказываться, когда во всех странах Европы практически на сегодняшний день... Но нужен ли для этого новый рамочный договор? Потому что сегодня вот Федеральная таможенная служба с нашей таможенной службой заявили о том, что будет подписан новый протокол, облегчающий, так сказать, и провоз товаров и так далее. Вот именно рамочный договор, он нужен новый? Рамочный договор предполагает взаимоотношения во всех направлениях. После рамочного договора есть договора, которые подписываются между структурами, межведомственными, которые уже в целях реализации того основного договора занимаются решением проблем, которые целенаправленно должны решаться этими подразделениями. И ничего тут страшного я не вижу здесь. Наоборот, как раз таки это создаст возможности более активного взаимодействия. Вопросы экономического характера, о которых мы практически все время говорим, а реализовать особо не можем. Мы поглощаем значительное количество финансовой помощи, вместо того, чтобы начать процессы вовлечения сюда инвестиций, которые бы позволили нам совершенно по-другому выглядеть. Почему мы это не должны делать? Это должно предусматриваться в этих соглашениях, в этих отношениях.
которые позволят нам совершенно по-другому взглянуть друг на друга. Означает ли подписание такого вот договора, речь идет скорее всего о договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, да, что соглашения, которые были подписаны в рамках того договора, тоже будут меняться? Там были соглашения о военном сотрудничестве подписаны еще в разных областях. Их более 80, по-моему, было подписано. Охране границы и прочее. Я думаю, что качественный уровень этих соглашений будет другой. Совершенно другой. То есть в них будут вноситься какие-то поправки? Вы же помните, вот что на сегодняшний день текст... идет речь о нахождении 7-й военной базы. Угу. Если мы говорим о реальном сотрудничестве, то мы говорим сегодня уже о возможности создания надструктуры, взаимодействия между нашими силовыми структурами, которые будут вот как раз-таки решать вопросы взаимодействия этих подразделений. И российской стороны, и нашей. Речь не идет о поглощении каких-либо наших структур. Речь идет о тесном взаимодействии на уровне созданных надбазовых каких-то вот структур, которые позволят это эффективно решать те сегодня угрозы, которые есть. Те же пограничные вопросы. Сегодня... Но ведь мы все помним, когда по поводу договора о совместной охране границ, сколько было перипетий, сколько было возмущений по поводу... И в первую очередь от меня исходило очень много. Ну вот, теперь... прошу прощения, вопросы коллеги наши ждут. Я закончу тогда. В том соглашении мы говорили о неких юрисдикционных моментах. К сожалению, тогда нас не услышали. Реально сегодня можно поставить и вопросы совершенно другого порядка. Есть такие возможности, нужно говорить о них. Нас услышат. Мы просто должны говорить об этом. Заира, прошу. Вы знаете, я сегодня уже брала интервью с Рауля Джумковича для газеты «Республика Абхазия», поэтому я задам два вопроса не политических. Вот вопрос будущей судьбы двух наших санаториев военных и в Гудауте тоже, в Сухуми и в Гудауте. И второй вопрос, знаете, распространяются слухи, что вот привезенная из Китая краска для маркировки пальцев избирателя опасна, она вызывает заболевания чуть ли не онкологические. Вот как, пожалуйста, как-то опровергните эти слухи, иначе ведь могут люди не прийти к урнам. Ну, что касается двух санаториев, могу озвучить то, что я знаю. К сожалению, в период еще нахождения в руководстве Министерства обороны России было принято решение избавиться от этих объектов и передать их в соответствующие структуры. Я думаю, об этих структурах вам известно и тех процессах, которые происходили потом впоследствии. Вот на этом практически этапе, когда абхазская сторона категорически поставила вопрос о недопустимости такого подхода, российская сторона в лице Министерства обороны отказалась от управления этими санаториями. И практически санатории остались бесхозными. Хотя они являются собственностью абхазской стороны. Да. Мы передавали их в длительное пользование. И они должны были быть в таком статусе. Но, к сожалению, я еще раз говорю, сегодня на улицу выброшено более 2000 людей. Если будет такая возможность, мы предлагали в парламенте когда-то в свое время, когда все это произошло, передать его городу. Это еще дополнительных возможностей получить береговой линии порядка 2 километров. Его обустроить, снять все эти ограждения, привести его в порядок. И условия совершенно были бы другими. Но пока, к сожалению, это не было принято. Сегодня санаторий пустует. Если особо вы он будете никаких дивидендов не что приносит, кроме как затрат, которые на него производятся. Ну, там есть отдыхающие, немного. Ну, там есть, но каким образом эти отдыхающие и кто получает дивиденды от этого? Кто? Те лица, которые практически сидят и заняли эту территорию. Фактически те, которым ни государством, ни кем не определено ничего. Каким образом, став президентом, вы будете решать эту проблему? Очень просто. Есть вопросы, которые называются возвратом того имущества, которое принадлежало государству. Если в отношении этих имуществ в течение тех лет, о которых говорят, те же так называемые инвесторы, в данном случае этот объект принадлежит государству. Здесь даже нет инвестора. Государство возьмет его в свои руки, а потом уж будет решать, как с ним поступать. Если интерес с российской стороны будет присутствовать, то люди, наверное, для того, чтобы получать более высокие социальные поддержки, абхазская сторона, наверное, будет выстраивать отношения с теми, кто будет заинтересован в том, чтобы продолжить эту работу.
Вот в таком виде я вижу. А что касается ногтя, Маркировки. то есть, вернее, маркировки, производимых на пальцах большой руки, ну, я не знаю, я пока жив и, надеюсь, буду жить очень долго. Когда вы нанесли? Да. Ничего страшного в этом нет. Насколько я знаю, эти маркировки делаются не только в абхазской маленькой стране, но и во многих других странах, где уровень тех политических процессов остается пока, к сожалению. Рауль Джумкович, раз мы заговорили я вдогонку к этому вопросу, раз мы уже заговорили о ЦИКе и о выборах, я бы хотела, чтобы вы все-таки дали оценку самой предвыборной кампании. Есть нарушения, нет, и деятельности самого ЦИКа? Ну, к сожалению, много фактов, о которых мы писали в ЦИК. Мы обращались по поводу всех тех работ, производимых на территории республики, особенно вот сейчас, в этот период. Мы прекрасно видим это все. Присылают маты. Вот буквально несколько дней тому назад город Хорчал получил маты от имени бывшего президента Республики Абхазия. Слава Богу, у него опять пробудились те качества, которые были еще до прихода во власть. Делаются дороги, строятся мосты. В центре города, на площади, выстроены сооружения. Реакция ЦИКа и Генпрокуратуры. Все в рамках закона. Вот я больше чем уверен, не для того, чтобы себя показать. Если бы это сделал бы штаб Хаджимба, завтра криков было бы очень много. И я не сомневаюсь в том, что реакция была достаточно бы жесткой. Там обострилась ситуация еще с протоколами избирательной комиссии, если уж вы говорите об этом, расскажите нам, что там происходит с этими протоколами. У нас все эти последние выборы, форма протоколов была одинаковой. В него вносились данные о полученных количествах бюллетеней, о розданных бюллетенях, количество переданных бюллетеней по маленьким урнам, выносным урнам, количество погашенных бюллетеней, испорченных бюллетеней. Все это вносилось для того, чтобы хорошо понять, куда, каким образом, какое количество бюллетеней делось или... То есть для нормального учета. Так. В настоящее время совершенно другой процесс. Поэтому мы требуем привести в соответствии с теми нормами, которые были ранее. То есть в протоколе не надо указывать, да? И я прошу прощения. Не стоит вопрос об указании, как говорится, вопросы. Параметров. Сусана. Саздарста хына басып шаздарам, ейтам зома латира ахора агана хяла брезакуана откылара шрашу шпақупшвы хара хапсны бри икун хахалажлара интереско ябанзар фурха гунаске хаб амалла урысту амалла ехабраган харта тупка ахора яла гарубри ашартара итанарклума харахтуа. Закон дарыловац нупар ашарта даштана год. Аха уи аус ويتاس إيرمان شالن هاتس نقول كيف شتقول زاه شحام الزقان يرى يخطو أفزنا الزقان يزلحوا على أتوم هند كاركور جي فرنسيوم إسبانيوم زخين جارا وخني لاجي ياو خرطيو بيزما أخا وي خطالة جدلا أول شخص كده شكو وتواق سر الزهن ويازقور أتوم هنكارا كرانبي أتلو يرزمامو يا هنكارا أنا أدجلا شخ يرى أفنصلا شارت شخ يرى دشكالا زنزكس إيروخوشوا أبوليتيكا أوس رشالر مرخوزاكون يكا يمي كرغو وأزاربا هرجي أبارتين تسانو ويتاس حدث نغا بيحزارو أخا يخا جوكو سرحوت يتشويت يزتشويو أخا يروي أني الله شد شو وجي أزمي ويزت غلازاشة وجرين تيجو أينكا وتاخك رتريجو Ханки хачагылани. Сергей Васильев побагапшьян хачагылани рейза хацбара. Сергей Васильев и Ханги хатала ярас ятшашон. Ятахуб уюза механизмко абри яйцахни шабаги хан юмтива ацара. Арман чала. Сергей Убрякуни за парламента хачагыла зрачан. ويقن يريشي هزالا أبخبي ألبي يرجل ركعنا ده первичный. А я первичная, вторичная жизнь. Ха, уи я гузм. رأي تخوب ميخانيزم قامكون ويزا أمي حقلر هنتكرر شان حلقود. رأى
Иахьа иара усгьы иҟоуп аҭагылазаашьа уҩыза. Закәан дарыла иахьирымҭиӡо. Уи сара саҭагылаӡам, шәара шәгәаанагара сҭахуп. Сызгәаанагароуп исҳәаз. Иҳәеит игәаанагара уаҳа зҵаара бымамзар агазеҭ Аԥсны ажәа раҳҭап. Табук, сызҵаара убас иоуп, Рауль Џьонко-иԥа. Аҿар рызҵаара иҵарны иқәгылоуп, уи иҵарны иқәгылан уаанӡагьы. Еиҳаракгьы ақыҭаҿы иаанхаз аҿар усурҭада иаанхаз рацәоуп. Убырҭ аусра адыԥхьалара ус шәара шәышԥазхәыцуеи аҳәынҭқар ахадара шәнеины шәҟалозар? Қыҭа иара аҿар рыла салагарц сҭахуп. Ус адыԥхьалара мацара жәала акымзар аҟалаз. Аҳәынҭқар хаҭала абри ҷыдала ус аднаулароуп. Иахьа ақыҭанхамҩақәа рҟны иҟоу аҭагылазаашьа уахәаԥшыр иумбар залшаӡом. Ԥсоу инаркны игрынӡа ҳқыҭақәа зегьы рхыԥхьаӡара азыҳәан иаҳау иаунажьуеит абиуџьет аҟынтәи ҩынҩажәижәаба миллион инацны. Ҳара уи ала аҳәынҭқар ҳзыргылаӡом. Иахьа иаҭахуп ақыҭақәа џьӡак иадамзаргьы иҿиарц азыҳәан миллиардк рҟынӡа розоужьра. Убысҟан ианыҟала аҿаргьы даҽакала рҭагылазаашьа шаҟало агәра шәсыргоит. Избан акәзар, уи ҳанаҭоит акредиттә ҭагылазаашьа аиӷьтәра, абанк аструктурақәа аҟны даҽакала рызнеишьа, акредит иахьа ироуз уаҵәы ирымхны иануга, алшәаа иоуӡом аусура. Ари аамҭала акрызҵазкуа усхот. Ари иахьа уаҩҵас аҭагылазаашьа ҳҭахызар, иара ҳарҭ ақыҭа аҟны ауалафахәы, иахьа абжьаратәи ауалафахәы ақыҭа аҟны ироуа зқьи бжьшәмаҭроуп. Абжьааԥны ҳанцәажәо иаҳҳәоит ҳуалафахәқәа ирыцлеит ҳәа. Ақыҭанхамҩа аҟны иара изызлароу агьааӡам усурҭа. Ақыҭанхамҩа аҟны арҵаҩы аҿа ҳаҷкәын аӡӷаб иаанхарц ҳҭахызар, руалафахәы иахьа излалахәу ала излаанхои. Льгот ҳасабла уаҩҵас џьара афымца лашара азыҳәаноума, иара адгьыл ашәахтәқәа рзыҳәаноума, абизнес иалагарц азыҳәаноума, ирзутәу даараӡа ирацәоуп. Аха зегь раԥхьаӡа еиҭах исҳәоит, аҳәынҭқарра иара хаҭа уаҟа аус ауртә иааӡатәуп. Ани ираҳҭакәымкәан иеиҳаны ирыдгалап. Убысҟаноуп аҽиарагьы ыҟало, иара аҭаацәарагьы ианалало даҽакала ҳрызныҟәар. Ани иахьа уажәраанӡа ижәдыруазар сҭахуп, ханижәи миллион ишаны ачарақәа рзыҳәан ираҳҭеит. Аӡәыр дыхнарҟәалама, аӡәыр аизҳара инаҭама. Абри даҽакала ҳазныҟәазҭгьы ақыҭа аҟны ҩыџьа, хҩык, ԥшьҩык иааидгылан аус еицыруараҿы урыцхраар аҳәынҭқар аганахьала кредит ҳасабала даҽакала аԥсҭазаара шаҟало агәра шәсыргоит. Саҭамыз убра зҵаарак еиҭа Зҵаарак иааркьаҿны ҟазҵо ахаҭыԥ уи ишҟагьы зҵаарақәа ҟалоит. Абри исҳәаз сҭахуп, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы жәохә ашықәса раԥхьа иаартын актиортә ҟазара аҟәша. Анцәа имҭан уаанӡатәи аҳәынҭқаррагьы рыбзоурала аԥсуа театр еиҭашьақәыргылоуп, аурыс театргьы убас. Абарҭ аҿар иаунашьҭыз Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет урҭ аҭыжьымҭақәа ԥшьшьба рҟынӡа ыҟоуп. Иахьа реиҳараҩык дара рзанааҭ ала аус руӡом. Шәара аҳәынҭқар ахадарахьы шәнеиуаны шәҟалозар, абас еиԥш иҟоу зҵаарақәа хаҭала абри аҿар аԥсуа театр ахь ихынҳәыртә еиԥш аус шәышԥахәаԥшуеи? Аҿарымҵара акәӡам, уа аиҳабыра биԥарагь ыҟоуп. Аҿаргьы аиҳабацәагьы зегьы хыбрак аҟны аус еицыруп иааӡатәуп. Иуӡбот, манан, иуӡбот, иалшоит. Ауаа ҳа зегь ҳаизырсуа ҳарҭ ҳсоциалтә ҭагылазаашьоуп. Уаҩҵас хәыҷӡак даҽакала абраҟ ҳрыцныҟәар, абарҭ аусқәаҿы зегь рыла аусқәа еиҳа даҽакала ишаҟало агәра шәсыргоит. Аха аҿар иахьа актиортә зҵаарақәа ирыдҳәало ракәымкәан, агьырҭгьы ус акәӡам ишыҟоу. Аҵара иалгоит, рдипломқәа роуеит. Адиплом иоуны, нас дцоит даҽаџьара, дбаҳауама, дхәаахтуама, даҽакала ихы ааирԥшуама. Иоуз адиплом ихы изархәыцуа. Убри азыҳәан ҳарҭ иахьа ашкол хәыҷқәа аҵара зҵо иаҳҳәозароуп уаҩҵас рҵарадырра даҽакы еиҭакрақәак аҵара. Уи иаҭахуп азнеишьа даҽакала ипрофильтә ҳәаны ҳазлацәажәо аҵарадырра рыҭара.
специализация ханизчу хадала ирзнин нас абри яра абарт занат хозиги рыхимц аштухра авни социал тогла за ашала яцнуаду убысхоно ахя яхамо юристшеги а экономистшеги хобхезарал и расахи арахру шамачха уртырцым праси хаур аргуловича яхя асантехник шахамазан избан хамами избанагза рволафоху и дискуло и дзырцо акым зыргац михерс Техник Харгайте. Вопросы к вице-президенту. Вопросы, прошу. Виталий, меня интересует такой вопрос. Сегодня очень много проблем, и я считаю, что очень многие проблемы наши связаны с тем, что после майских событий так никто и не дал оценку деятельности Александра Анкваб. Мы до сегодняшнего дня не знаем, кто этот человек. Это такой же экс-президент, как Владислав Ардзенба, Сергей Багапш, или это все-таки государственный преступник? Что ваша организация делает в этом направлении? Ну, если возвращаться к событиям тех дней, то я все-таки проговорю, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Абхазии является народ. И, конечно, народ обозначил свое отношение, то есть ее граждане обозначили свое отношение в отношении не только уже экс-президента, но и системы как таковой, базовав этот контракт. Этому, вы знаете, что способствовало множество причин. В бытность человека-президента немногие имели смелость высказываться о нем и о его политике, вставая в полный рост, в том числе и непосредственно глядя в глаза. Вот, на мой взгляд, мы сейчас стоим в несколько нестабильное время. В чем оно заключено? Несмотря на то, что я не считаю, что мы вышли за рамки правового поля, поскольку власть была передана парламенту по нашей Конституции. Парламент, в свою очередь, избрал исполняющего обязанности президента на 3 месяца. В свою очередь, силовые министры отказали в доверии президенту, когда он находился на базе военной Гудаутов, российской базе. В тот день провластная партия Амсахара также выразила недоверие президенту, в результате чего он написал ту петицию об отставке, тем самым дав нам возможность войти в русло этих выборов, поскольку мы проходим по ним впервые. Я полагаю, что нам на эти 3 месяца не нужно на этом концентрировать внимание, потому что, на мой взгляд, о нем не сказано и чего мы не знаем. Я полагаю, что придет время, когда мы проговорим и опишем события этих дней и что к этому привело, поскольку не оценивая и не давая историческую оценку прошлому, мы, конечно, не придем. Мы не можем решить проблемы, может быть, Рауль Джумкович больше поймет меня, мы не можем идти дальше, продвигаться дальше, мы будем все время наталкиваться на те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И возвращение к старому режиму, если мы не определим статус. Вот по мне проблема наша сидит в вертикали власти. Я не персонифицировал бы это предметно на человеке, поскольку нужно устранить саму питательную почву, среду. Когда мы слышим от других кандидатов, что они говорят, что мы не готовы к преобразованиям, причем в нашем обществе с высокой долей саморегуляции, которая нам досталась испокон от наших предков, по нашему наработанному институту народной демократии, мне это непонятно, потому что когда на человеке концентрируется вся исполнительная финансовая власть и судебная, где человек сам себя проверяет, счетная палата, вот финансовые органы тому свидетельствуют, то мы из любого человека со временем сделаем монстра. И в этом суть нашей проблемы. Мы единственные, которые говорят о преобразовании и о том, что нужно разработать механизм сдержек и противовесов. Да, мы можем и обязаны не верить этой системе, поскольку она нам ничего не принесла. Мы вправе обещать, потому что мы
никого еще не подвели. Но в принципе я не склонен верить просто в добропорядочных людей, поскольку дело времени, когда система поглотит. Я верю только в саму правильно сбалансированную систему с заложенными механизмами саморегуляции. Вот говорят о том, что вертикаль власти нас устраивает, но судебная система должна быть иной, независимой. Вот пусть мне они объяснят, как это возможно, если предварительно не будет баланса между парламентской, законодательной и исполнительной властью. Вот финансовый контроль, счетная палата создали. Что это нам принесло, кроме очередной бутафории? Это та же калька, которую можно перенести на судебную систему. Вот когда мы говорим в своих концепциях и реформе, что хотим заложить органы контроля на оппозиционную фракцию в парламенте, тем самым не выбрасывая ее из политического управления и руководства страны, то именно эта фракция должна назначать председателя счетной палаты, контрольно-ревизионного управления. Но ты говоришь уже о реформах, а собственно... Я говорю о функциях контроля. Вы же ставили вопрос, как нам избежать в последующем. Нет, я не так. Я хотела понять статус человека, смещение которого потребовал народ. Кто он сегодня, преступник или экс-президент? Вот я и все, что хочу, потому что за этим тянется очень много проблем. Я думаю, что Равлевич мне это расскажет, потому что... Изида, и можно я вот реплику? Может, пока общество не готово дать такой однозначный ответ, он прежде чем вы ответите на вопрос Изиды, это ваше право. Я все время не адвокатировать меня. Нет, я тебя не адвокатирую, просто поскольку говорил Виталик, есть вопросы вот к той части, которую он сказал, и вы ответите на следующий вопрос. Вы сказали о том, что Амцахара, так сказать, выступила с негативной оценкой того, что произошло. Назовите, пожалуйста, в каком это было документе. Это первое. Второе. Вы же сказали, что никто из других кандидатов не предлагает и вообще отказывается от каких-то изменений, от реформ. Кто эти кандидаты? Вот для меня это откровение сегодня. По первому вопросу, в тот день, когда президент написал... 1 августа имеете? Вот, я не помню, 1 июня вы имеете в виду. Написал заявление об своей отставке. В этот день Амцахара выразила ему свое недоверие. Я был непосредственно на связи с Гариком Саманбо и скажу из слов этого политического деятеля. И какие силовые структуры тогда выступили против, когда силовые структуры наоборот сделали заявление? Я был главным переговорщиком между нашими сторонами. С другой стороны выступал Мукзар Ашба. Я был в теме происходящих процессов. И я знаю, что говорю авторитетно. Поняла, я не спорю. По второму вопросу? По поводу того, что все остальные кандидаты практически отказываются от каких-то изменений. Все за нынешнюю модель президентской, авторитарной, практически по своей сути монархической власти. Говорит ли это, что они за реформу? Вы юрист, вы не можете говорить о монархической форме. Так, давайте к другим еще вопросам. Не совсем этот термин подходит, но президентская форма управления является более жесткой формой, чем все остальные формы управления. Что касается первого того вопроса, который задала Изида, говорить о окончательной преступной какой-то деятельности, наверное, будут говорить и после тех работ, которые должна произвести соответствующая структура, которая называется Генеральная прокуратура, куда я лично, как депутат, передал материалы, которые достались нам в руки. Вот после этого, после тех оценок этих материалов, будут даны соответствующие, наверное, формулировки деятельности многих тех лиц, которые находились под руководством нынешнего, вернее, вчерашнего еще руководителя. Я не сомневаюсь в том, что были очень серьезные нарушения финансовой дисциплины. Они видны по документам. Президент как гарант Конституции, как издающий и подписывающий указы об обращении денег в Абхазии, он должен был контролировать эти работы, он должен контролировать эти процессы. К сожалению, если посмотреть по документам, которые есть сегодня, когда из соответствующих госучреждений поступали соответствующие заявки и выводились из Национального банка суммы, равные 200-300 миллионам наличными. А у нас только по первой статье
разрешено вывод денег по заработной плате. Почему производились эти работы? Почему милиция, которая на первом этапе в течение нескольких месяцев получала заработную плату порядка 15-20 тысяч рублей? Одного месяца. 2-3 месяцев. Одного месяца. Это вы спросите у сотрудника милиции. Сотрудников я спрашивала, они как раз сказали одного. А потом взяли и резко снизили их суммы заработных плат. Сегодня-то выясняется увеличили уже, бюджетникам тогда. Это было при Сергее Васильевиче. Сегодня, Манана, выясняется, что ежегодно из этих денег президент выбирал порядка 120-140 миллионов. Я не говорю, что он их ложил в карман. Это нужно проверить. Куда эти деньги шли? Для каких целей они изымались? Далее этот вопрос будет поставлен перед прокуратурой. И я не сомневаюсь, что прокуратура даст соответствующую объективную картину. Спасибо. Заира, у вас вопрос? У нас речь зашла о деньгах. Я хотела бы спросить, на каком этапе расследования по факту гибели председателя Нацбанка Аргуна? Ну, я не имею отношения к этим силовым структурам, но я так же, как и все рядовые граждане, откровенно говоря, конечно, для меня это, как и для нормального человека, чрезвычайное событие. Человек ехал на такой действительно специализированной машине, и вдруг ни с того ни с сего происходит такая ситуация, когда человек погибает. Много вопросов у меня в голове, но не мне как бы их ставить, потому что есть, я еще раз говорю, органы, которые этим должны заниматься. Секретарь Сумов, Корзин Сумов, Рауль Джунка, Пам, Айбашара, Алажлара, Икшахатра, Шнапаца, Жвид, эксперт, Хилак, Айнар, и Ганатаз, Ажила, Галы, Накуршина. У брака яну Охтачка Руакача, Апсубизша, Ацараза, Аустнадзитква, Акаразбату, Апсубизша, Заразиш Друид. Ярбоб шуксик, ал Йикадзату, Айбет Яшуксиз, Йикадзату, Нас Дашахышук Сарыштахя, Убри Аусмип Карапсышила Кад, Усмип Каракозеге, и Ая Гаража из Хихотха. Эйлуска артисту Хуажа, Абриюницки Бжишуксиз, Пснубла Рейзера, Иридеркалаз, Закана Пухома. Шарашнапацы жить, више зырызхит, вот, усопсешелускал. А Харизапан я хаму Пухомышта. الزبان أكثر شحات وقناه يحاول الزبان يحاول أري حرت در أجكون شو وز دروز أبرتكياتفا يدربت رخاء أبسو بزشة يزكو الزارفة ويانا قويت حرت يخاء دزوست زالة جهنت كارخينيو أبرت الزارفة ويزاس ترس نقرتك شامت تقلش أشياء أي خشرس زهن ويانا قدزم أري يخدرنا أبريادة بسوقا أدزمحن أدزي حد يقولتهم هاري حد زغلو يخزوقان البرلمان عن يردكلو الزاربرو حرا يتخوب حني حب خزوت حبسو بزشا انتكرر بزشوب حنا конституция не нихаза حدس نقط ويتساسا تقول زاشاحتس а программа ко езоужу а усуруртипш а уя программа ко усуруртипш а финанс схарарутера абьёв зэгван шахо разнери тополист аги уи агбала шагапан гвала шага Акну Кораз. Аусаду Варзахна Зара Козмада. Можно? В связи с законом... Я прошу прощения. Хорошо, пожалуйста. Рауль Джункайка, Зигибзин, Ядрудна, Тимография, Зара, Дара, Цицерныш, Кула, Хатула, Хуажлара, Рынуцка. Яхата Ацара Ялвард, Стахуха, Юкуп, Аудыру, Коян, Рукшу, Яхапан, Хата, Цепала. وبس بشالة يزوجته مشاريع حاب طول خدر خشنين شنو غلام تز تشوت تعشارة بوزو مخارطة تطلع ريكور شرزا فوندا بتزرع دش الزرع جبري بشنو يسحر استخوب يخاكتا كرقم بيحترود ناس ميدويا نو بيسناجي جارة студентша царь улта курахьява азепши мхарта рыма змнижа жека шуксарах ишти абри сара шара ацбара шулшару هذا هو مصاري سلشر أمريكا يروسو وربي أحزار بيدجت إيه حراحك إيه زنزل أيبلر كحنالة شابي حويت يرى خدو بيدجت حرت حجبالة يا حرخو أمريكا يلا حقالة خميليارد كناتس نروبيو أخا ويتساس يرى يحور بيقو أمريكا بيدجت يتانا قالة بتيش أخلب شراتن أو ساتحور أقراش سرقويت جميليارد كيتسامكون يرى بس حشقوجي الله قالش وي از بيانغر الله وريبان بي اي غوريحن
Шарфшисив зазгойд. Винески апшив яшуксам, бюджет 5 миллион герагон ирхиас. Хошуп сырыла, ицгей бзи, бюджет яд слояла бед. Ебан бяй. Харти хамаз, аусур ну тоху, они апхеон алаго. Я умцо гедядзо. Нас, они апара по урстулам пиавой аналога, они бюджета тохашло халаки. Ехя, айратский сабстрей хахе. Уи яна гадзум, ари ашук саюнцка, яхбойт юнески ит цабх. Сенба ит юнески жох. Ей хахейтове. Я шиз ваховшир, акта цифрику юдурбоди шейзхаз. Аха, яра уяам тазухан, ипсиз ей хахейт они израцкис. Уяхджума демография сштыцка. Я шхиц. И штыцер цазухан, абартазара пуикшурдулыз, акучу бахчи неркна. Аззарка тагылаза, асоциал тагылазаша, ани аби рытаразы. Ацхырара рытаразы, авины, аватах, ома, акредит парома. Ан у финанс тагылазаша, урстул и ширыц базипш. Хабги хадзвапи ахиха тагылазаша хамо. Хмал мачо хотаха. Ехе, яхичиз, венткарре, юза, анти. Манана пиха даззавана раза, пиха пиа айла караныказ. Ежеба миллиард, алана галати бан пиашкехан. Ехим пиана зыки, и убарти обичаджа захтят куирну. Обризик уицас, уах ходит амиях ричи за анти, хацум шедзакман, абарта структура ко йихо епцани хамо корна, ацхыра арарахтастки, абраш сыргоит. Анул тагыла заши, атаацара, ачарриха, атаацара яла на галоги, тагыла заши до шоколоса алгушис. Тогда у меня вот два вопроса, получается, один к вам и другой к вашему кандидату в вице-президенты. Поскольку вы сказали о том, что вот если не будут воровать, правда, мы во множественном числе мы говорим, мы не воруем. Вот, если не будем, понятно, конечно. Это в обществе если не будем воровать, то можно будет решить целый ряд проблем. Вот как сделать так, чтобы не воровали мы все или кто-то, это один вопрос к вам. И вопрос к кандидату в вице-президенты Виталию Габнину, поскольку в одном из своих выступлений он говорил о том, что есть возможность буквально в течение 3 месяцев в разы повысить абхазскую пенсию, и называлась даже цифра 15 тысяч. Вот интересно, и 10, я когда... 10 называлась. Называлась и цифра 15. Это я называл. Ну, неважно. Вот когда я шла сюда, соседи мои сидели, они уже видят, что я вечерами иду, и вот просили задать такой вопрос. Какой резерв для вот такого приятного повышения пенсии? Ну, что касается первой части вашего вопроса, это комплекс мер, которые нужно приложить для того, чтобы не воровать. Это сама система, которая должна реформироваться. Те позиции, которые сегодня есть, они не дадут нам этого сделать. Поэтому нужен совершенно другой подход. Мы говорим о минимизации связей гражданина и чиновника. Хотя гражданин – это тот же человек, который живет только вне чиновничества. Сегодня эта связь достаточно четко прослеживается. Любую справку, чтобы сделать, любую бумажку, нужно пройти 3 круга ада. А чем меньше будет эта связь, тем будет больше возможности избежать этого. И для этого есть система так называемого электронного правительства. То есть открытость, доступность всех возможных бумаг, всех информаций, которые идут в системе нашего маленького государства. Создание условий сервисного обслуживания, то есть сервисного подхода в работе государства. Это снимет многие вопросы коррупционных схем. Что касается самой непосредственно борьбы с коррупцией, для этого нужно усилить работу тех структур, правоохранительных структур, которые должны в той или иной степени активно работать. Я не против того, чтобы у меня есть свои какие-то видения. Создать соответствующий антикоррупционный комитет, заработная плата которых должна быть достаточно высокой, которая позволит активно этим людям работать. Небольшой штат, и этот штат позволит работать в достаточно активном ресурсе. И мы многое говорим о том, что нужно декларировать доходы. А я считаю, что к доходам нужно прибавить еще и расходы. У нас иногда доходы не столь велики, а расходы значимые. И настолько они значимые, что удивляешься и даешься диву, откуда это. Человек, получающий 5 тысяч, 10 тысяч рублей,
живет не по тем меркам, которые, как говорится, предоставило ему государство. Вот надо что-то делать. Это самое главное. То, что касается пенсионных. Мне, чтобы ответить на вопрос, понадобится немного заехать и на вашу половину касательно коррупционной составляющей. Вот мы просчитали, что по первому кругу в Абхазии 720 должностей, из которых коррупционный круг замыкает порядка 70. Вот никакой человек, никакой президент не решит этот вопрос, если он не идет со своей командой. Почему у нас есть уверенность? Потому что мы за десятилетия создали такую команду. Она наработана, состоит в большей части из людей среднего поколения, образованных, в меру амбициозных. И у нас нет конфликта поколений, поскольку без опыта старших, и особенно горизонтальных связей, тоже есть соответствующие проблемы. Так вот, мы помимо той новой системной команды, которая на первом этапе лишена коррупционности, и это так, мы предлагаем реформирование и изменение системы, которая даст возможность удержать государство, лишив ее коррупционной составляющей. Вот на наш взгляд, она заключена в 3 вещах. Первое. Это то, о чем я вам проговорил, о том, что органы финансового контроля должны быть за оппозиционной партией в парламенте. Второе. В течение 7 лет в министерствах и ведомствах и вообще на всех госпредприятиях не поднимались зарплаты порядка 7 лет. Но хозяйствующая статья поднималась в разы, порой в 300 раз. Это давало возможность управленцам списывать деньги на свое усмотрение. Мы говорим о системе казначейства, которая хорошо апробирована в России, где будет один открытый орган, который будет заниматься закупом всего необходимого для всех необходимых нужд государства. Будь это тушенка для Минобороны, будь это канцелярские товары для министерства. Это лишает значительной коррупционной составляющей. Это будет на конкурсной основе, на прямых и электронных торгах. Содержится еще одна сильно коррупционная, она в зарплатах, в мертвых душах, которым каждое ведомство напичкано. Так вот, в Абхазии были освоены 600 миллионов на абхазскую кредитную карту, на которую должны были получать зарплату. Это бы снимало бы составляющую коррупционных зарплатах практически напрочь. Она была создана, и на нее были затрачены деньги. Но тем не менее, ее она не эксплуатирует по сегодняшний день, и в этом было намерение, поскольку лишала их коррупционной составляющей. Мы просчитали, что если мы поломаем коррупционную составляющую, а мы ее поломаем, то это даст нам возможность в разы повесить пенсию абхазскую, поскольку она унижающая не только для наших старших и стариков, для каждого из нас в отдельности и для государства нашего в целом. Я не считаю, что мы состоялись как государство, пока мы нашим старшим платим 500 рублей такую пенсию. Уровень теневой экономики в Абхазии сегодня порядка 70%. Наш бюджет 1 800 000 000, не считая тех сумм, которые приходят от налогообложения той же российской помощи. Так вот, по данным Центробанка, у нас обналичка порядка 22 миллиардов. Это говорит об очень многом. И, конечно, та система, которая замкнула на себе все национальные богатства и эксплуатировала в отношении себя любимых, создав административный капитализм, монополии групп, конечно, борется за свое существование, поскольку это более чем их устраивает. Но они настолько оторвались от действительности, что даже не поняли, что наше общество социальное и такая дифференциация на бедных и богатых в нашем небольшом обществе, тем более нам ведомо, откуда приходят эти средства, привело, одна из главных причин, которая привело к нашему сегодняшнему состоянию, которое, конечно, не есть хорошо для нашей государственности. Но это был предел терпению народа. И любой, кто придет к власти, попытается в нас вновь делить и двигаться по той же коррупционной составляющей, конечно, обречен. И нам нужно устранить саму почву и причину, которая к этому приводит. Вопросы? Не вопрос. Знаете, все, о чем вы говорите, это очень хорошо, но любые такие новшества
будут вызывать и противодействие. Это очень серьезно, я считаю. На то мы и команда. И это почти как революционная ситуация. На то мы и команда. Я так и сказал, что без команды тут не справиться никак. Мы подготовили порядка 50 ребят новой формации в новой системе. Это не те ребята с той совковой командно-административной методом управления, которые сегодня не соответствуют вообще ни реалиям, ни действительности. Вы полагаете, что 440 миллионов, которые были угроблены в сельское хозяйство вот на насаждение яблок и киви, почему они сегодня ушли в песок и заросли папоротником? Потому что главная ценность республики – это наш народ. А главные инвестиции должны были инвестиции в народ. Они по своему разумению вгрохали их в совхозы и в колхозы, которые сегодня ничейные. Мы сегодня стоим в другие времена. Если бы эти деньги были распределены среди частных хозяйств, то это бы стоило совсем других денег. Конечно, при гарантии закупа той продукции. То сегодня бы и в селе многие себя чувствовали хорошо, и деньги не канули в песок, поскольку люди той формации уже не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. Они по-другому не могут и не знают. Дай Бог, чтобы все Получится, поверьте. Очень даже хорошо получится. Нет, я не спорю, но мы с вами как раз из советской формации. Тогда вы понимаете, мы там должны были остаться. Нет, я думаю, конечно, что мы с вами, но в данном случае ваш коллега нас всех похоронил, оставил имеется в виду само мышление некоторых товарищей. Но здесь это речь не идет о всех вместе взятых. Без конфликта поколений, о чем и было сказано. Ну, чтобы не было революционной ситуации. Да не будет революционной ситуации. Дай Бог. Мы все время чего-то боимся. Мы каких-то революционных ситуаций боимся. Просто мы знаем, что у нас иногда и оружие революционная ситуация заканчивается, когда будет социальная подоплека, когда люди будут работать, заняты. Вот это приведет к тому, что не будет никаких революционных ситуаций. Революционные ситуации назревают в головах у людей, когда конфликт, связанный с недополучением тех возможностей, которые должно государство давать. Сегодня, к сожалению, я еще раз говорю, государство, которое получило порядка 30 миллиардов, должно было донести их до людей. Люди должны были начать совершенно другие процессы с помощью государства. Государство практически этой власти использовала совершенно их в других целях. Зафиксируйте свое отношение к органам местного самоуправления, чтобы мы все-таки знали, как вы видите себе эту ситуацию. И к Виталику у меня вопрос. Есть ли у вас расхождение в политических взглядах на какие-то вещи? Например, вот на кадровые назначения. Как видит Рауль Джумкович эту ситуацию? И как вы видите вы? Спасибо. Ну, что касается органов местного самоуправления. Мы часто говорим об этом сложном вопросе. Мы начали конституционную реформу, касающуюся судебной системы, главы 7 Конституции. И не сомневаюсь, очередным следующим шагом должна стать реформа именно в этом вопросе. Мы должны принять для себя вопросы, которые изменят облик наших вот этих органов местного самоуправления. Не может сегодня продолжаться та ситуация, когда президент практически самочинно принимает решение по назначению того или иного главы администрации, который вообще может быть неинтересен людям, живущим на местах. Почему люди не должны иметь права сами выбирать, сами говорить о возможностях, которые будут реализованы с помощью этого человека, которого они считают более эффективной личностью. Мы предусматриваем возможность вот такого порядка, такого подхода. Я не могу сказать, что все с этим могут согласиться, но наше видение таково. Выборы должны быть и на этом уровне. Завтра вы становитесь президентом, и как вы сразу организовать и выборы-то не сможете? Но надо просто соблюдать те имеющиеся законы. В наших законах там четко прописано, даже в этих, которых нам сегодня, может быть, кажутся устаревшими, там тоже предусмотрено. Что? Из числа местных собраний назначать. Они представляют кандидатуры, хотя бы из этого числа, а не как сейчас это делается. Одного из депутатов делают так, чтобы он оказался вне пределов этого собрания, а того, кого хотят, или кого хотят как в качестве исполняющего обязанности ввести в эти структуры,
вводят, а потом уже говорят о том, что... Ну это же 20 лет делалось, и назначают, не они предлагают. Назначают из числа. Вопрос второй вопрос. Мы с этим должны говорить, что дальше так жить должны. Нет, не должны, я согласна, что вы же сами говорите о том, что нужно менять. Так мы готовы это менять. И мы с вами это хотим сделать, со всеми теми, кто живет. Не знаю, у кого-то может и совковое мышление, но у нас есть прогрессивное как раз таки видение вот этих вопросов. Виталий Витальевич, вопросы, да? Мы считаем неправильную ту вертикаль, где президент положил под себя все системы местного самоуправления, сконцентрировав на себе 450 миллионов, заставляя по понедельникам приходить весь народ Абхазии из дальних регионов, прося и унижаясь деньги. Мы считаем, что власть должна быть передана на периферию. Полагаю, что сельчане сами должны выбирать себе председателя и далее так по иерархии из числа уважаемых в селе людей, которые живет в этом селе и связывает будущее свое и своих детей с этим селом. Мало того, местное самоуправление должно хотя бы в рамках социальных вопросов обладать своей независимой кассой. И если даже у нашего государства ныне есть проблемы экономического и финансового характера, то именно сельчане должны решать из той суммы, которую они располагают, что для них первично. Они делают сперва, протягивают воду, либо ямочный асфальт, либо еще что-то. Бывают в том числе и погорельцы, которым просто некуда идти. И, конечно, когда местное самоуправление обладает своей суммой, своей кассой, то решать эти проблемы намного легче. Я считаю неправильным назначение всей вертикали от верху до низу президента, поскольку, как правило, обозначены люди не лучшего десятка, что называется, поскольку востребованы люди с меньшей силой и более духа и в характере. Те, которые легче контролируемы. Это в первой части. Во второй части, если у нас расхождение по персоналиям, так я вам скажу, что несмотря на то, что я вам обозначил порядка 5 десятков человек, мы не распределяли никаких должностей вовсе. Почему? Поскольку только после победы мы уже на сегодня проработали десятки ребят, которые находятся в действующей власти, и на наш взгляд преуспели, став профессионалами. Но в силу многих причин система им не дала раскрыться. Большей частью это чиновники среднего звена, которые на протяжении десятков лет тянули на себе систему. И только после прихода к власти, объединивших с ними, с учетом мнений коллективов, министерств и ведомств, мы на конкурсной основе назначаем министров и команды к данным министерствам. И это совершенно другой подход. Здесь идет назначение снизу, а мы, или в данном случае президент, его принимает. Мы это видим ровно так. Вы тоже считаете кадровым? Я 2 минуты буквально. Я думаю, что все прекрасно понимают, что у нас есть определенные вопросы, которые, конечно, мы обсуждаем, мы обговариваем. Все гладко не бывает. Но в данных, вот именно темах, данных вопросах, связанных с кадровыми расстановками, это так, как сказал Виталий. Никаких здесь других подходов быть не может. То, что называется конкурсом, не нужно придумывать соответствующих каких-то законов или каких-либо бумаг, которые позволили бы в этом направлении работать. Это делается очень просто. Так же, как и для того, чтобы минимизировать количество чиновников, работающих в тех или иных структурах аппарата управления, не нужны соответствующие законы. Нужно просто реально подойти, просмотреть, куда и как с этими людьми, даже, предположим, уменьшая количество работающих, потом как с ними, не выбрасывая на улицу, поступить. Каким образом их еще далее где-то задействовать, чтобы они не казались лишними. Это реально и вполне возможно. Яхя Псинтыцева
акипх тыжимтаква яхгозер агазетква журналква ирубаски асахиркара литература яцанаква шуква рхатабзера сасасчу аполиграфия рхатабзеру убат рейх прозалшу майхараки брат газетква наски рзагашхкой рхатабзера бзех харцзухан яра уйцас апхана браханала гозги яхоз апсва бзфе язку аззараква рыцбар яхтопан спхадзот ярласцын нас яра хатабзерек дешекала хацногопи алой ауи интерес имазроп апсва бзфе лию ашку дапхеркипш яра я интерес имазроп дзапхо яну эйлигатиш яха уйзе интерес сqatsan ашкот хажвет газетку тцует аджым зраджу яра хрхарта амта закон ямохопш закон инучкажна эферцвет уи яна год аадзрат процесс ауи дышхочу ибзфе пату акуицо ибзфе уйцас дацну qaptish нас агертера айзхара а процессах ицег ханею хадаю ханею деслак агерте абчру структура корома парламент ном ай хабер джома яра псишла хчо халага хатала абарташ когерзара хатала а газетку раззара а полиграфия тглазаши дашагала шо алла гросерва хахта ходи сосана зара бмазряшты цараксу раужункай план нас яхапсна хадерахишни мешанукала отши сушаяц подшояла гуит амшрачи ой позиции снагириза газашко штуры пши бархойт из газашко аважларача тынчрыгазырцызы ва мешара шкушфан вышел шарма дариша решусы цура шапку гламу басипш ара яюз геушранз згирхон яхал харшархан сои мапс зацхзум ядик психо хамазум вы ибаналку тагылазашопхан ваху харбио харт хачаверко аха ярада психо хамазум хажла аврей бешран ишаджикзиш айдызгылаз ашарт дарахаз тагылаза وبصل بري عامدز هيدنقل يخي شابت درح تقول غاد حقلو تنقسم يرا حمنص قال حيلو يرالشو يا امرت زهن ابري بوليتيكا تقلازاشه دچقالا يزنيتو ابرا حزلاشو زوجران زگيت سقس تزوس يامو ابري ايتقلرو حتى وجران ز اي حبر يردح قالوستكي هندكر شپرغلتو ييبشم او ابسره در политика тылгылазаши ивипшим алы хуцвозерги иткылын жарак аусы ицурда пазы министр една паца его структура на ялах на усы ицурда анрдах галас уи яна гадзум харави хацхацот яхтаху рузги иткылын агерта политика структура ка хадм гулу хан ями ва аги ами ва абсыры ибзиет за на усы здорово ахаурт хара политика она хайкум хётхан яна гадзум хы ахмур хоралха وين أحسن أقول في سرقة ويا أبخر بيشوف خط حاجة لريد قلرج أجرت нас Заира. Сейчас у нас предвыборные горячки, все как-то подзабыли вопрос о том, нужен ли у нас нам институт вице-президентства. Вы сами были, Рауль Джумкович, в этой должности. И сейчас все все кандидаты взяли себе в напарники надежных себе людей. Но вот когда вы придете к власти, если такое произойдет, вот какую вы свободу дадите своему товарищу и чем вы его загрузите? Ну, честно говоря, я об институте вице-президентства давно говорю. Еще в бытность нахождения в качестве вице-президента в той комиссии, в которой я находился по реформированию, я первым предлагал поставить вопрос о ликвидации этой должности. Но пока Конституция есть такой, какой она есть. Что касается дальнейшей судьбы, вот ту реформу, которую мы предлагаем, она предлагает изменение отношения к этому институту. То есть этого института как такового не будет. Так зря стараетесь. Но он находится пока в этой ситуации. Завтра они молодые ребята, завтра будут претендовать, может, еще на больше, чем вице-президент. Что касается нынешней ситуации, все, что написано на бумаге, не всегда выполняется. Лучше делать то, что не написано, и что оно будет полезно для нашего общества. В данной ситуации я вижу возможности использования знаний Виталика в части касающейся экономической тематики, инвестиционных материалов, которые у него хорошие, как говорится, есть начинания. Тем более, что есть соответствующие предложения. Я не сомневаюсь, что в этих вопросах мы найдем
очень хорошие возможности для совместной работы. Есть другие аспекты, которые будут заставлять нас работать в русле соответствующих взаимоотношений. Поверьте, не будет. Позвольте мне дополнить. Мы взяли за основу концепцию, разработанную под руководством Малхаса Тхауша, мы уважаемый, который собрал много первоклассных специалистов, которые у нас в республике есть. Так вот, в тех реформах, которые мы предлагаем, разбита последовательность на две части. Первые вступают практически сразу же после инаугурации. Вторая же часть, основная, только на следующих парламентских выборах. Почему? Поскольку необходимо сперва разработать, мы сейчас тоже этим занимаемся, создана специальная конституционная комиссия в парламенте, участником которой я являюсь, о том, что необходимо менять выборный закон. То есть речь будет идти о пропорциональной системе, где роль партии будет основной. Конечно, это поднимет уровень парламентаризма, и с этим новым законом мы придем на выборы в парламент, законодательный орган, через 2,5 года. И тогда можно будет внедрить вторую часть наших реформ, они уже будут приняты, но что называется с отсрочкой. И то вот именно во время парламентских выборов должность по нашей концепции вице-президента аннулируется. Поскольку если мы это не заложим сейчас, вы так и будете спрашивать от выборов к выборам, неизменно. Поэтому, а где далее я себя вижу? Я по образованию, по второму, конституционновед, цивилист, и мне будет интересно баллотироваться в парламент, который будет наделен совершенно другими функциями, более значимыми, и иметь больше уважения и авторитет в парламенте соответственно. Есть ли перечень вопросов, которые вы считаете, власть должна обязательно согласовывать с народом путем референдума, чего угодно, какого угодно народного изъявления? Я попытаюсь в первую очередь уже набивший оскомину проект, вопросы, связанный с добычей нефти. Я думаю, что это один из тех проектов, которые нужно было согласовывать с нашим народом. Есть другие вопросы, где опасность нарушения экологического баланса может привести к разрушению уже устоявшейся ситуации. И вопросы тех же политических процессов, быть или не быть нашему народу, зачастую приходится решать, вынося эти вопросы на референдум. Вопросы, связанные с той же темой паспортизации, которая вставала очень сложно и решалась очень сложно. Иногда, может быть, и приходится обращаться к своему народу для того, чтобы... Вопрос железной дороги, функционирования транзитного вы вынесете на референдум? Я думаю, что нужно это обговаривать с теми людьми, специалистами, экспертами. Если необходимость в этом вопросе возникнет, то я не сомневаюсь, что это нужно делать. В зависимости от настроения нашего общества. Поскольку вы опять коснулись паспортизации, это действительно очень болезненная проблема, и по ней высказываются самые разные мнения. Я бы хотела узнать ваше мнение вот по какому поводу. В 27-й статье Конституции написано о том, что гражданин Абхазии не может быть лишен гражданства. Но мы знаем, что в соответствии с решением парламента более 20 тысяч людей были практически лишены гражданства в силу того, что получили паспорта по рекомендациям комиссии. Так вот у меня вопрос. Все-таки этих людей лишили гражданства только потому, что была какая-то, с вашей точки зрения, процедура нарушена, либо потому, что они, может быть, проголосовали не за тех, за кого надо в свое время? Я отвечу вам, исходя даже из тех процессов, которые сейчас в последнее время происходят на встречах с жителями Галского района. Есть записи. И мы говорили с ними открыто. Вы говорите о том, что лишили их гражданства. Их мы не могли лишить гражданства, потому что они граждане Грузии. Их может лишить гражданства Грузии только сама грузинская сторона. Они не были нашими гражданами. Процедуру прохождения в гражданство не было у нас соблюдена. Будучи гражданами Грузии, выступая на собраниях, вот сейчас даже, люди, сами же местные жители, открыто, не боясь, нам говорили: мы граждане Грузии. У нас есть даже документы, свидетельствующие об этом. И мы открыто им говорили: вы имеете право быть гражданами Грузии.
Но и мы имеем право определить вам тот или иной правовой статус. И они соглашаются с этим. Просто с людьми нужно работать верно, правильно. И люди поймут, для чего все это делается. Сегодня в законе о гражданстве Грузии не предусмотрен принцип двойного гражданства. Они, будучи уже гражданами Грузии, о чем они не отрицают, они представляют соответствующие документы. Почему наша сторона, абхазская, в нарушении своего собственного закона приняла решение о паспортизации, минуя процедуры огражданствления этих людей? Почему этой процедуры не было? Почему мы взяли, таким образом пошли по этому пути? Я могу рассказать, как это было. Я в свое время, будучи вице-президентом, в событиях, вот когда начался процесс паспортизации, ко мне обратился глава государства и говорит, как нам это сделать? Как начать процедуру паспортизации этих людей? Когда было заявлено о том, что, и тогда нам это было известно, о том, что значительное количество этих людей уже являются гражданами грузинского государства. И этот процесс начался активно с периода 2007 года. Люди, которых когда-то мы признавали, часть этих людей, нашими гражданами, они получили паспорта и гражданство Грузии в последующем, после даже тех процессов, которые называют выборными кампаниями, в которых они принимали участие. Но люди приняли для себя решение отказаться от нашего гражданства и стать гражданами грузинского государства. Почему же мы свои законы нарушаем? Почему мы не готовы, как говорится, соблюдать свои законы? Почему мы пошли на путь нарушения этих процедур? Потом, вопреки нашим договоренностям, которые были с руководством страны, вдруг неким образом было принято решение позволить на местах создавать эти комиссии. Ни в одном законе вы не найдете о возможности существования такой комиссии. Но нет и запрета нет. А? Но и запрета нет. Нет таких комиссий, Манана. Я, как юрист, вам говорю, нет таких комиссий. Но это не говорит о том, что если нет запрета, то можно осуществлять такого рода деятельность. К сожалению, я еще раз говорю, это незаконная процедура. Потому что комиссия не может просто так выдать паспорт гражданину Грузии. Он должен пройти процедуру написания заявления на имя президента нашей страны. Президент адресует эти бумаги в комиссию при президенте, которая рассматривает возможность получения в дальнейшем гражданства этим человеком. И только тогда наступает право получения паспорта. Мы смогли доказать 26 тысяч людей. Мы смогли доказать, что все 26 тысяч людей не являются гражданами Грузии. Я не спорю с вами, безусловно. Люди, являющиеся гражданами Грузии, не должны быть гражданами Абхазии. Но вы же хорошо знаете, есть люди, которые жили годами, никуда не уезжали ни во время войны, ни после. И оказались, все самурзаханцы оказались чохом, непонятно в каком положении. Я не для того, чтобы кого-то принизить или кого-то как-то изобличить. Я сейчас на этих поездках встречаюсь с людьми. Когда люди не боятся, они говорят открыто. Там живут люди, говорящие на абхазском языке. И не скрывают свое гражданство грузинского. Открытым текстом они мне говорили. В присутствии людей есть записи. Иҟазанами, азакәан ластатус крыҭатәыми, аԥҳәыс бзиа сҳәоит Манана, аԥҳәыс бзиа лҭаацәара аҟны, хәыҷӡак иадамзаргьы лара абри аҭаацәара ныҟәгара аҟны лхы иалырхәоит, ачуан анкналҳауа, лчуаншәа аҭыҵуа лдыруазароуп абысҭа илуазар. Убри иҩызоуп аекономика аҳәынҭқарра аҟны. Шаауаа ҳаԥсымоу. Раурџьунгыԥа, информация шәымои шаҟа ҩынхода иахьагала араионаҿ иааидкыланы ханижәа нызқьыр иҟынӡа иҟоуп. Иааидкыланы игала араион аҿыц аҳәаақәа аҿыц аҳәаақәа ирҭагӡаны аҳәаа аҿыцқәа. Раурџьункович, получается, что мы их сами от себя отторгли. И что дальше с ними делать? Если это действительно в прошлом абхазцы, они говорят на абхазском, и они стали гражданами Грузии, это вообще трагедия, я считаю. Заира, милый ты мой для человек. Абхазии тоже. Кто сказал, что их кто-то отверг? Отторгли, Вы пойдите, посмотрите Министерство юстиции. Из числа тех,
кто получил в свое время, даже незаконно, абхазские паспорта, сколько заявлений на предмет возможности поменять свою национальность и стать абхазцами из числа тех, кого мы называем исконно абхазскими фамилиями. Таких всего 20. Остальные не пожелали этого я говорю, сделать. это и трагедия наша, наверное. Эту трагедию как раз-таки нужно совершенно по-другому рассматривать. Нужно совершенно по-другому подходить. Их надо интегрировать в нашу жизнь не такими способами, а создавая... Мы же ничего не делаем, вот об этом речь. Так я еще раз говорю, вы должны меня слышать. Создать условия безопасности проживания на этой территории. Вы посмотрите по линии МВД за последние месяцы, вот перед всеми этими событиями, и до, и после. Сколько похищений людей? И зафиксированы они по линии МВД или нет? Десятками людей воруют. И выкупают, знаете, за какие цены? Они ничего не стоят. Это разве не унизительно по отношению к этим людям? А вы говорите о паспортах. Людей унижают каждый шаг там. Их лишают возможности свободно жить, свободно интегрироваться в наши, как говорится, дела. А мы говорим о каких-то паспортах. Паспорта – это просто брешь, которую отрабатывали в свое время из-за политических интересов. Сегодня реально есть возможность совершенно по-другому решить их судьбу. Мы говорим, придать им статус, который позволит им, и они готовы это принять. И они, откровенно говоря, принимают его с удовольствием, когда ты говоришь о том, что вы в данной ситуации не будете служить в абхазской армии. Они это воспринимают с радостью. Но нам-то надо понять, что это не для того, чтобы их радовать, а для того, чтобы нам создать условия дальнейшего их привлечения на свою сторону, этих людей, экономическими. Можно еще один момент в связи с этим? Если эти люди лишаются гражданства, и, как вы говорите, и раньше говорили, что им будет предоставлен вид на жительство, если они этого пожелают, хотя пока закон, позволяющий предоставить вид на жительство, еще не принят окончательно, значит, они, естественно, будут ущемлены в своих политических правах. Есть страны, в которых вот люди, имеющие вид на жительство, ущемленные в основных политических правах, имеют право участвовать, по крайней мере, в выборе там, органов местного самоуправления. Возможен такой вариант в Гайском Мы предусматриваем как раз в этом проекте такую процедуру, такую возможность этим людям. И если завтра, по истечению какого-то времени, эта категория людей решит, что пребывание здесь, на этой территории, более выгодно, и это даст возможность им определиться с дальнейшей судьбой своего гражданства, нет никаких запретов. Они могут обратиться, они могут получить в дальнейшем гражданство нашей страны. Ничего тут закрытого нет. Кандидатша Абра режиссер Дырра Халтует Штырыштай Хширк Шалаха Азух Мирздарак Шистерстохо Брал Джумкипа Ирубряла и Харкушып Фит Бихдыртра Абаршта Ицуа Иждроб Фляшук Сарахас и Хазырги Қалаб Абрепсна Хада Ялхра Куракнома депутат Шаралхра Куракнома Ицурцуди Сымшай Макайчак Агуребагара Хасмачхи Ханец уже шпнух оказарала хит шажут гайберок вот сурцот номер ромаш вишпаного издруд добри хазепшу джерак хак хацозер хара абсуажлар и хазбам тозрубертак хаква насубертак хаква рмач разхан рапруква разхан южбоко шренокас ишбартума وزاشت خبرتان رشير زي يقصدوها حجلر دشقالة حيخبشلار تزفن Амача духа не азмерия усыч. Юхота глазащичу. Рызыги хайдгын хахамацхра. Агрошер гойд алчвеку мачхо. Ехам абреполитика процесс мацар вахоп швазы. Вара харт хаум загонак хойд тачуджука харт яхчагын уи яшат замарход. Изла яшами центр избиркоми хамо ана акядко абртхабхедзарала хавапсыра зно ана вогулапшир умбар залшиджу. И авай псхо, ехой ранзену. А вин кону, а меду кону. Яра авину, я меду ан ярбадзам джерам зджера хатала йхаца. Абри нахо, воршай хайдгла, хайцхра, бейца ахца, бихарьяша бартакят кохм дзакон, хайчухо. يقال بورت بريز بريز أتاك جبري زبستان زار يالتخو
асиара нымхра зхару иҟалап уи алхратә комиссиа агьырхарамзар ҟалап, иралхыртә аҭыԥымкәа ирхарамзар ҟалап, избан акәзар ҳара ҳшыҟоу шәымдыр аԥсуаа алԥсаа ҭҳауара убри зынӡа иаҳақәнакаанӡа шықәсык ашьҭахьоуп аршаҳаҭгақәа рыҟаҵара ҳаналага адырра убрахь инреиуа уи ара цасҳа аӡәы иҟаимҵозар ҟалап. Уара уи ԥсыз бзиоуп, иԥсгәышьеит, урҭ уажәы узырхынҳәуам, аха ани зыԥсы ҭану, ҩыџьара хыџьара иану, урҭ ирыԥсыхәои? Иҟоуп азҵаарақәа, адырра шҳарҭо ала ҳдырратара хыркәшарахь инеит, ҳаҭыр зқәу ателехәаԥштәцәа, иаҳзыԥҵәаз аамҭа абаршьҭа инҵәеит. Даҽазныкгьы ишәгәаласыршәоит, уаха ҳастудиаҿы ишыҟаз Аԥсны аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидат Рауль Ҳаџьымбеи, аҳәынҭқарра ахада ихаҭыԥуаҩрахь акандидат Витали Габни, иара убас ҳара ҳҩызцәа, журналистцәа иуеиԥшым акьыԥхьтә усбарҭақәа рыҟнытәи абзиаразы ҩаԥхьа ҳаиқәшәаранӡа. Абзиара.